Теперь в Казани есть своя Африка, и находится она в новом зооботаническом саду. Оказавшись здесь, просто удивляешься этой огромной территории и невероятной красоте. Как видите, сейчас в вольерах нет животных, и мы просто не можем за ними наблюдать. Но кажется, они за нами уже следят. К примеру, это взгляд слона, здесь у нас взгляд змеи, ну а это, давайте попробуем угадать, жираф. Не надо завидовать, помогайте. Белые зайцы. Да. Директора зоопарков со всей России нам уже завидуют, а Рустам Минниханов осматривает результаты кропотливой работы. Здесь современные вольеры, привычный для диких животных ландшафт и удобный обзор для посетителей. Посмотреть будет на кого. Те же самые гориллы, шимпанзе, носорог черный, зебры будут. То есть те животные, которых у нас никогда не было. Этот зооботсад уже называют одним из крупнейших в России. Здесь 3 зоны – Африка, Россия и Южная Америка. Каждая по 7 гектаров. Пока гуляешь, здесь и развлечься, и перекусить можно. Очень достойно. Первый ботанический сад в Казани появился 213 лет назад. За второе перерождение спустя века президенту сказал спасибо мэр столицы. Спасибо, что услышали пожелания наших казанцев, особенно молодых. Это не просто зоопарк, это какой-то дворец, оазис природы в самом центре Казани. Спасибо вам огромное. Но мы на этом работу не завершаем. У нас есть старая часть, историческая. Мы ее тоже приведем в такое состояние, чтобы наши гости и, самое главное, наши жители республики, столицы всегда могли гордиться этими объектами. Уже скоро этот зоопарк заселят новоселы со всего мира. Здесь почти все готово. Попасть на реку Замбези можно будет уже в этом году. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.